Здравствуйте. Большую часть сегодняшней нашей передачи мы будем с вами обсуждать наши общие с вами коммунальные проблемы, именно коммунальные. И все потому, что меньше полутора месяцев осталось каждому из нас, чтобы на общем собрании жильцов в своем доме определить, сколько же мы будем платить весь будущий год нашей управляющей компании. А заодно еще и то, что, в какую цену, в каком объеме мы должны будем с вами ремонтировать. Ну, естественно, ремонтировать будет управляющая компания, но она должна будет согласовать с нами вот перечень ремонта, который будет производиться в течение будущего года. От всех этих вопросов, конечно, можно отмахнуться, но тогда не на кого будет жаловаться. Но об этом сразу после рассказа о наиболее заметных событиях дня. Здравствуйте. В минувшие выходные в поселке Кызылсыр праздновали полувековой юбилей начала добычи газа. В поселке побывал президент Штыров. Из принятых в таких случаях подарков жители получили православный храм. Его осветил епископ Якутский и Ленский Зосима. Но вообще-то президент после московской командировки ведь в отпуск ушел. Праздничные мероприятия вряд ли обошлись без постановки острых проблем перед ним. Все же они праздничные. Ну, в общем, да, праздник, конечно, он праздник и есть. Ну а тем временем глава столичной администрации Илья Михальчук снова вылетел в Москву, на этот раз для участия во всероссийском совещании глав столиц субъектов Российской Федерации проводит «Единая Россия». Сегодня в Якутске началась зима. Столбик термометра упал ниже отметки в 25 градусов. А вот предыдущие теплые дни принесли медикам проблемы. По их данным, за неделю было превышено на несколько процентов пороговое значение заболеваемости по ОРВИ. Было госпитализировано 168 детей, в основном это школьники с 1 по 4 класс. В связи со сложной обстановкой количество дежурных бригад скорой помощи было увеличено до 21. И это только начало. Хотя мерами профилактики в Якутске уже несколько лет удавалось не допустить массового заболевания людей. Но сейчас угроза весьма велика оказаться на больничной койке. Ну и все-таки вот опять-таки профилактические мероприятия снова начались, так что может быть все на этот раз обойдется. Ну, впрочем, как знать. И в продолжение новогодней темы. Интересный разговор сегодня произошел в мэрии на планерке. Начальник городского управления МЧС сообщил о снижении ущерба от пожаров по сравнению с прошлым годом наполовину, почти в 1 миллион рублей. В этой связи Игорь Тресков выразил сомнение в объективности методов подсчета оценки ущерба. Он считает, что фактические потери значительно превосходят потери отчетные. Он также добавил, что в городе угасли профилактические мероприятия, а ведь скоро приближаются новогодние праздники. Ну а теперь давайте обратимся к основной теме сегодняшней передачи, коммунальному нашему с вами будущему. Ну, я должен сразу сознаться, ну или признать, как хотите, констатировать факт, что все-таки основной тема для большинства горожан это еще не стало. Все потому, что многие из нас живут все-таки вчерашним днем, и потому коммунальные проблемы это как бы проблемы власти, каких-то компаний, кого-то еще, дяди со стороны, в конце концов, но никак не наши с вами. Однако, повторюсь, это все-таки вчерашнее представление, а ведь буквально завтра, начиная с 1 января, эти темы станут исключительно нашими, как и в смысле стоимости дороговизны, так и в смысле того, как мы все-таки должны будем с вами решать все наши коммунальные проблемы, которые действительно каждый день, ну, может быть, дай это Бог, конечно, не каждый день, но все-таки встают довольно часто перед нами с вами. С Нового года начинается новая жизнь еще и потому, что власти муниципальные, государственные как бы отходят в сторону от решения этих наших с вами проблем. Но все-таки для того, чтобы не оказаться крайними, ведь все-таки жаловаться мы будем, ну мы просто привыкли жаловаться всегда на власть, так вот, чтобы не оказаться крайними, мэрия пошла на такой шаг, что при содействии некоторых общественных организаций учредила координационный совет как раз вот по вот этим всем вопросам. Он будет играть такую координирующую роль, совещательного такого органа при власти и при управляющих компаний, но тем не менее все-таки достаточно серьезное может оказать влияние на то, как коммунальная реформа шагнет и вступит в жизнь каждого из нас с вами. Так вот, в пятницу прошло первое заседание вот этого самого координационного совета, и мы сегодня послушаем несколько выступлений на нем. Если раньше мы с вами, какие были проблемы, шли в мэрию, в округа и требовали сделать и так, а не иначе, то сегодня платить или не платить деньги, выделять или не выделять субсидии на капитальный ремонт, выбирать ту или иную компанию, четко по закону, по жилищному кодексу определено. Это должен делать конкретный житель. Это и легко, и трудно. Легко уйти от порой чиновничьего субъективизма, протекционизма, порой нездорового. Но трудно в том, что у каждого из жителей
есть своя работа, есть свои семейные проблемы. И для того, чтобы четко, каждодневно контролировать работу жилищно-коммунальных служб, для этого нужна активность каждого жителя. Потому что, пройдя мимо сломанного окна, мимо хулиганства в собственном подъезде, восполнение затрат будет идти за счет кармана жителя. И сегодня создание Координационного совета по работе с населением, по управлению, по оказанию помощи в управлении жилищно-коммунальным хозяйством, этот совет, он очень нужен, он необходим просто и по закону, и по практической деятельности. И я уверен, что тот совет, который создан под руководством Дулова Владимира Петровича, директора департамента ЖКХ, депутата нашего городского собрания, заместителя председателя совета Медведевой Людмилы Герасимовны и вашем активном участии действительно сможет объединить усилия муниципалитета, депутатских комиссий, наших округов и выработать такую систему работы, чтобы действительно под некачественной работой, недобросовестными работниками, будь то ЖКХ, будь то представители муниципалитета, которые на сегодня фактически не обладают той властью, которую обладали и могли бы, стуча кулаком, топая ногами, добиваться того или иного качества от поставщиков жилищных и коммунальных услуг. Сегодня все решаете вы. Очень важно, чтобы у нас был порядок, и порядок таким образом, чтобы если человек ведет не тот образ жизни и приносит в первую очередь, не говоря уже о моральном, материальный ущерб соседям, то в первую очередь его судьбу определяет староста, домоуправ, совет, будь то товарищество собственников жилья, будь то общественный совет, который избирается жителями. Знание своих коммунальных прав и обязанностей каждому горожанину. Вот так бы я определил основной тезис, лозунг Координационного совета, который намерен его осуществить и реализовать в своей практической деятельности. Тем более на первом шаге. Я имею в виду в данном случае общее собрание жильцов, которые должны будут утверждать тарифы на будущий год. Напомню, что общее собрание должны начаться буквально в ближайшие недели. Население теперь обязано самостоятельно определять перечень работ, периодичность проведения этих работ, условия их проведения и размер их финансирования, и обязано утверждать тарифы на жилищные услуги. То есть это на техобслуживание, на уборку двора, на уборку подъезда, на вывоз мусора и на саночистку. Это то, что взимается с населения. И кроме того, население теперь должно утверждать тарифы и на ремонт жилья. Ну, конечно же, возникает очень много вопросов, и есть очень много нюансов. Вот общими словами можно сказать, что теперь все, значит, делает население, но есть очень много других нюансов в порядке утверждения тарифов. И есть еще один нюанс, на который я хотела бы обратить ваше внимание в дальнейшем, да. Это то, как вообще считаются голоса на общем собрании собственников жилья. Вообще, общее собрание собственников жилья считается состоявшимся, если на нем приняли участие более половины собственников жилья. При этом, что такое половина собственников жилья? Это то, что вот на собрание каждый собственник приходит не как вот один человек, а как вот представитель своей квартиры. То есть получается, что этот житель имеет то количество голосов, равное вот количеству квадратных метров его квартиры. Собрание считается состоявшимся, если на нем приняло больше половины людей, значит, да, 50%, вернее, квадратных метров, вот так с голосами, да. И тарифы принимаются тоже простым большинством присутствовавших на собрании, то получается, что в итоге, что тарифы на жилищные услуги могут быть утверждены владельцами, в чьем владении находится где-то около четверти квадратных метров данного дома. Это вот такой нюанс. Конечно, это сложно считать при проведении собраний, но это надо считать.
И сроки этого утверждения, они оговорены тоже Жилищным кодексом, они должны быть утверждены не позже 30 дней до начала предъявления платежных документов. То есть, если за январь мы платим 1 февраля, то тарифы на январь уже мы должны получить до 1 января. У нас с вами осталось на всю эту работу буквально 1,5 месяца. Население утверждает тарифы на жилищные услуги в 3 случаях. Первое. Это когда, значит, население выбрало способ управления управляющей компанией. Второй случай – это когда товарищество собственников жилья или иной другой кооператив, жилищно-строительный или жилищный кооператив. Ну и третий случай – это когда население выбрало непосредственное управление. То есть оно решило обойтись без ТСЖ, без управляющей компании. В таком случае договора на поставку услуг заключаются буквально с каждой квартирой, с каждым собственником. Это касается также и коммунальных услуг. То есть в таких домах Якутскэнерго должен заключать договора с каждой квартирой. Вот в таком случае тоже тарифы на жилищные услуги утверждаются на общем собрании собственников жилья. Жилищный кодекс наверняка многие из нас не читали, но я, по крайней мере, точно не читал. А специалисты утверждают, между тем, что если бы вот непосвященные и прочитали этот документ, то мало что в нем поняли бы. И все потому, что там фигурируют термины, понятия, которые для обывателя, для обычного горожанина, жителя мало что скажут. Ну вот, скажем, идет там речь о том, что решение общего собрания жильцов дома о выборе управляющей компании может быть нереализованным. Ну, такое округлое какое-то выражение, которое многие из нас просто бы пропустили мимо ушей, мимо глаз, так скажем. А на самом деле за ним очень и очень многие вещи стоят. Допустим, собрание собственников жилья, которое утвердило, что управляется управляющей компанией, да, считается нереализованным, если большинство собственников не заключило договор с этой управляющей компанией. То есть, если вот всем управляющим компаниям, вот вам надо сейчас поднять свои договора и посмотреть, заключили ли вы со всеми своими собственниками договора. Если количество заключенных договоров будет меньше половины, то это можно посчитать, как, что это решение не реализовано. Также это считается, когда ТСЖ не зарегистрирован, это все можно считать нереализованным, и по этим домам мэрия имеет право проводить конкурсы, вернее даже обязана проводить конкурсы в течение первого полугодия следующего года. Ну, можно предположить, что будут спать спокойно только те из нас, из горожан, вот эти ближайшие недели, кто живут в нанятых муниципальных квартирах, то есть это не их жилье, в общежитиях и так далее. Ну, наверное, вот в этот период, наверное, действительно будут спать спокойно. Зато все остальное время, по крайней мере, вот журналисты могут это засвидетельствовать, именно жильцы таких домов, таких квартир наиболее активны бывают в написании жалоб, потому что очень часто услуги оказываются некачественны, не в полном объеме, а деньги берут по полной программе. Так вот, они постоянно жалуются, и, по сути дела, управляемость этого процесса, я имею в виду оказание услуг, она все-таки довольно слабая именно для этой категории жильцов. Это я к тому, что, казалось бы, вот недовольство должны вызвать вот эти общие собрания, когда нужно разбираться с тарифами, причем не просто машинально поднимать руку за или против, а конкретно совершенно детально, вот чуть ли не с калькулятором в руках нужно будет разбираться. И это к тому, что вот это недовольство вот этой новой обузой на самом деле может быть в будущем году, я имею в виду, обернется для многих из нас, в общем-то, достаточно весомой экономией, и, по крайней мере, мы будем осознанно и уважая себя, платить за коммунальные услуги, за те из них, которые будут представляться. Это еще и к тому, что мы должны с вами все-таки начинать осваивать вот эту науку, жить по новому коммунальному, по новому жилищному кодексу. Наша передача как может будет помогать вам в этом, хотя основная доля ответственности и знаний все-таки ложится на каждого горожанина в отдельности. Но мы будем помогать. На сегодня все. До свидания.